Ты, Томми? Томас Анджело. Детектив Норман. Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? Чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Итак, по телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Все так. Учти, если тебе надо подмазать копа, то ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Хорошо. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Вы давно в городе? 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелло в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. Семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером в руках. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Я работал ночами, так больше платили. И вот под конец одной из смен я повстречал Поли и Сэма. Ах ты, сука! Держись! Скорей, Полли! Здесь такси стоит! Повезло! Двигай! Давай! Чё, куда? Неважно. Живо! Ты у меня на мушке. Если нас нагонят, нам конец. Но и ты живым не уйдешь. Мне проблемы не нужны. У тебя уже проблемы. Гони! Как они вообще узнали, где мы будем? Какая разница? Надо сбросить их. Сколько машин за нами едут? Пока одна. Но могут быть и другие. Держитесь, я кое-что придумал. Что это за типы? Твое дело вести, а не спрашивать.
Нам на ту сторону реки. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Как там твоя нога? Болит адски. Ты разбиться хочешь, что ли? Болит адски. Как приедем, я разбужу доктора. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его выйду. Эй, а ты чего уши развесил? Не смей подслушивать. Я просто везу вас туда, куда вы сказали. Вот и вези. Я понял, мы уже близко. Куда мне везти вас на том берегу? Меня достали твои вопросы. Вон еще! А, черт! Я знаю, где можно срезать. Это их остановит. Делай, что хочешь. Только оторвись от них. Это, по-твоему, срезать? Но они же отстали. Отстали-то не все! С теми парнями вы не особо ладите, да? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так бывает. Заткнись уже, Полли. Хватит болтать. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов дожить до утра. Я ничего не слышал, ребята. Утёт ты им нос. Это еще не все. Давай, гони. Работяги, которые тут дорогу копали, нам спасибо не скажут. Уже минус 3 тачки. Сколько вообще на встрече было машин? 4, может 5. Наверняка он вызвал. Какого черта мы делаем? Держись крепче и молись. Никогда такого не делал. Я тоже. А теперь в маленькую Италию. И побыстрей. Поездка не закончена. Такого я не ожидал. Думаешь, у нас стукач? Думаю, тебе лучше помалкивать. Обсудим, когда вернемся в бар. Отлично. Уже близко. Останови возле бара. Сальери, что ли? Да, тот самый. Жди здесь. Зачем? Ты хочешь награду от Дона или нет? Компенсации за твои услуги и ремонт машины. Теперь мы в расчете. Этого должно хватить. Славно. Дон Сальери весьма тебе признателен за все. Если что-то понадобится, деньги в долг, хорошая работа. Только попроси. Дон друзей не забывает. Ясно. Спасибо. И еще. Все это только между нами. Если спросят, откуда деньги, выиграл в покер. А насчет царапин на тачке... Пытался объехать бабульку на дороге. Все понял?
конечно. До скорого, парень. Когда я вскрыл конверт, меня чуть инфаркт не хватил. Деньги на ремонт? Да я бы легко мог купить новую. Я думал над предложением Сэма о работе, но был скорее против. Платят хорошо, но связываться с криминалом лучше бедный живой, чем богатый мертвый. Даже удивительно, как я был далек от этого. После той поездки с парнями с Сальери я поскорее вернулся за руль. Но работалось уже по-другому. Развозя людей, ты проводишь много времени наедине со своими мыслями. И с чужими тоже. Эй ты, шофер, Да, мэм? ты работаешь или дрыхнешь? Работаю, мэм. Без продыху. Славно. Ну и чё мы ждем? Куда едем? Храм Святого Михаила. Прямо к нему. И поаккуратнее. Я всегда вожу аккуратно. Редкость для таксиста. Выключи этот колтеж. Не могу сосредоточиться. Так-то лучше. Значит, храм. Разве сегодня воскресенье? Прошу, следи за дорогой. Вот здесь, возле парка. Мы на месте. Храм вот он. С вас 30 центов. Взамен чаевых я дам вам совет. Не курите в машине. Я будто в пепельнице ехала. Ага. Как скажете. Чего еще ждать от догяшек? Я не могу без радио ездить. Найду-ка еще клиента. В галерею и побыстрее. Ага, побыстрее это можно.
Решили развеяться? А тебе-то что? Да так, беседу поддержать. Я тебе не за беседы плачу. Езжай давай. Ты глянь на них. Из-за этого кризиса люди в конец обленились. Теперь-то у них есть повод ничего не делать. Ну так работы же нету. Работа есть всегда. Просто ее искать нужно. Понимаю, вы занятой человек. Таких нынче редко встретишь. Я эту депрессию предвидел. Продал акции перед тем, как биржи рухнули. Так что да, я занятой. Будете весь день разглядывать старые картины? У меня там деловая встреча с коллегой. Хотя тебе-то какое до этого дело? Вот найдешь себе нормальную работу, так поймешь, о чем я. А пока рули, не отвлекай меня. Да, хорошо. Останови перед галереей. Спасибо, приятель. Вот полбакса. Не трать все сразу. Я постараюсь. Почему все клиенты сегодня такие козлы? Так, следующий. Херово выглядишь, приятель. Я-то с 5 работаю. А с тобой что? Бухал. Ну ясно. Куда поедем? Маленькая Италия. 21-я улица. Ладно. Я не скажу копам, что тебя выпивкой несет. А ты не скажешь, если я скорость превышу. Договорились? Заметано. О, господи! Эй, как дела, друг? Помнишь меня? Да? Мистер Морелло недоволен. Зря ты помог гравюрам Сальери. Я разъясню тебе, чтобы ты всегда помнил, чей это город. Какое-то время походишь под себя. Смотри-ка, он любит пошутить. За ним. Черт, это верно. Я сказал, так меня встретил. Все сюда! Вам понравится! Сказал ждать его в 3. Хоть бы раз пришел вовремя, жемчуга. Ты глянь. Смотрите, кто это? Дино, Лу. У вас есть дело к Дону? Не, нам бы с этим таксистом поболтать и все. С этим? Ага. Знаете, это любимый водитель Дона. Если хотите сказать что-то ему, скажите мне. Правда? Ну, вот что, дружище, мы так просто не уйдем, учти. Может, тогда вы здесь и останетесь? Ну что ж. Еще свидимся. Пойдем, Лу.
Спасибо. Это мелочь. Пошли! Познакомишься с Доном. Доном Сальери? Да. Эта история его повеселит. Как твое имя, сынок? Томас. Томас Анджело, сэр. Фрэнк сказал, у тебя проблемы? Да, сэр. Мое такси здорово размолотили. Люди Морелло пришли к Томми. Он помог нам тогда. Это такси твоя работа? Да, сэр. Я чувствую перед тобой ответственность. Я дам тебе небольшую сумму. Как раз хватит на починку машины. Большое спасибо, сэр, но деньги мне не нужны. Тогда в чем же дело? Я хочу добраться до уродов, разбивших машину. Ты слышишь, Фрэнк? Парню нужно мое разрешение, чтобы подраться. Да, я слышал. Ладно, Томми Анджело. Все быки Морелло торчат в его баре. Поле, ты знаешь. Конечно, босс. Хорошо. Ты поедешь туда с Томми. У бара есть парковка. Там стоят их машины. Разнеси пару тачек. Пусть Морелло узнает, что на моей территории нельзя избивать честных работяг. Спасибо, мистер Сальери. Я не подведу. Томми, вернешься? Обсудим, что делать дальше. Тебя здесь никто не знает. Так что потише, лады? Ладно. Босс уже закончил? Не, можешь и дальше хер пинать. Кто этот ночь? Да шофер. Что-то дельное Мы ему нашел? помогаем. Нет, я... Будет боссу возить? Я за тобой слежу. Понял? Понял. Киалуи. Если босс считает, что тебе еще Таксист, надо куда? дать, что поделать? Все. Понимаю, чем я ему не подхожу, Поле. Как думаешь, что мне надо? Это не ко мне вопрос, Карло. Я тебе вряд ли дам верный ответ. Да и пора мне вообще-то. Ну ладно, проходи сюда. Сперва я познакомлю тебя с Винни. Он, конечно, то еще хамло, но Фрэнк и Дон знают его уже 100 лет. Чем занимается? Мы заходим к нему, когда нужна тяжелая артиллерия. Он снабжает нас пушками на случай неприятностей. А мы рады деньгам от него. Увы, нам пора. Дорога на север долгая. Если Дон захочет купить еще, можем встретиться. Хорошая идея. Мы въехали в город утром, и легавые стояли на каждом углу. Бонжорно, Винченцо! Чао, Поли! Смотри, какой штуцер! Это кто с тобой? Винни — это Томми Анджело. У нас с ним есть работенка. Ясно, что ж, чудно. Привет. Нужны револьверы, ружья. Не, нам только уделать пару-тройку тачек. Есть у меня кое-что. Классика! Разобьет все! Если биты недостаточно, у меня есть еще парочка коктейлей. Аккуратней с ними. Не спалите себе волосики. Рад встрече, Том. Если Поли станет тебя прессовать, скажи мне. Я его мигом на место поставлю.
Ральфи сидит в гараже. Он малость с придурью, но в тачках реально шарит. Не понимаю, как этому кретину удается чинить движки. Наверняка колдовство какое-то. Эй, умник! Вытащи свою голову из жопы! Охренел, Полли? Нельзя-то так пугать людей. Извини, Ральфи, я же просто пошутил. Ты еще хромаешь? У нас тут теперь уже 2 коллег. У нас ничего общего. Ты понял, Ральф? Конечно, Полли, да. Томми. Томми Анджело. Рад знакомству. Я говорил, Ральф у нас немного того. Но пригонишь ему чужую тачку, она станет твоей. У нас с Томом одно дельце. Нужна машина. Как насчет этой, Полли? Это не хот-род, но по городу ездить можно. Ладно, погнали. Ты за рулем. И чтобы не вздумал снова бездельничать. Подожди, перережу тебе тормозной шланг, урод. Не понимаю, на кой черт Ральфи дал нам эту тачку? Я пытался показать тебе красивую жизнь, а мы ползем на колымаге, которую моя мамаша могла купить лет 20 назад. Знаю я Ральфа, наверняка он у моей мамаши ее и спер. Да нормальная машина. Не все же в такси гонять. Да ладно, не притворяйся. Это же просто ведро с гайками. Слушай, там в грузовике был виски, Да, новый поставщик. и вы вот так открыто его покупаете? Обычно нет, но это была первая партия. К тому же у копов хватает ума не заходить на нашу территорию. У Морелла, чьи тачки ты скоро подпалишь, еще больше дружков полиции, чем у нас. Но и у нас все схвачено, если не борзеть. Главное, оглядывайся почаще. Эй, мы собирались бить тачки Морелла, а не эту колымагу. Если хочешь бутылочку того канадского виски, ты скажи. Мы припасли немного для друзей. Да я небольшой любитель этого дела. Раньше я мог накидаться самогоном, но давно уже завязал с этой дрянью. До добра это не доводит. Ну, наше-то пойло высший класс. Можешь смело пить и не бояться, что ослепнешь. Хорошо, спасибо. Важнее самого бухла то, в какие заведения мы его поставляем, Том. Видел бы ты тамошних дамочек. Для нас там всегда все по высшему разряду. Лучшие места, лучшая жратва, лучшие девки. Сейчас я просто хочу испортить день козлам, которые испортили день мне. Ну, ладно. И вообще, от этого одни неприятности. Это говорит тебе парень, который собрался сжечь машины Морелла? Если что, ты меня защитишь. Все пройдет гладко. Если гладко не выйдет, не дай им зарисовать твою морду. Или врежь им так, чтобы они ее нахрен позабыли. Мы на территории Морелла. Между кварталами Морелло и Сальери есть какая-то граница? Не особо. Все часто сдвигается туда-сюда. Но в основном мы держим маленькую Италию, а он сидит в Норд-парке и еще много где. Если окажешься не на той стороне улицы и не в том районе, быстро поймешь, что тебе лучше пойти в другое место. Даже раньше, чем эти типы выйдут из-за угла и начнут на тебя глазеть.
Так, мы уже близко. Громилы Мореллы ходят сюда покурить и поболтать, а тачки оставляют сзади. Ленивые засранцы. Обычно их охраняет какая-нибудь мелкая шестерка. Давай, сюда. Проберись внутрь и разнеси их машины. Будет им урок. Ага. А ты зачем идешь? Вдруг тебя подстрелят. Ладно, пойдем тихо. Ты же умеешь красться? никаких а? дел нам не поручает. Ага, вот так. А то есть старая гвардия. Однажды они и тебя возьмут. Если они нас не увидят, то и стрелять не будут. Лезь через ворота на крышу. Я пойду и отвлеку этого бычару, а ты пока подберись сзади и тащи его. Я отлично умею отвлекать. Прямо мастер этого дела. Не особо, но многие в городе очень злы на босса. Береженого Бог бережет. Нет, нельзя. Главное, что платит он Бог. Эй, ты что делаешь, черт тебя дери? А что я делаю? Что ты несешь вообще? Что слышал? Какого черта ты здесь делаешь? Кто такой? Я недоумеваю, какой идиот приказал тебе стоять здесь? Это Дино. Он мне приказал. Дино? Вот так, на тебе! Ну, идем к машинам. Бери биту и начинай махать. Возьми биту, Том. Хотел бы я сейчас поглядеть на оружие этих недоумков. Ах ты ж! Эй, отвали от машины! Лови его, Том! Я уже иду. Тебе что, жить надоело? Давай, Том, скорей! Сейчас придут другие! Швыряй молотом! Подай тут огоньку! Старайся не поджечь сам себя! Жахнуло на весь квартал. Нам пора! Возьмем тачку Дина. С чего ты взял, что это машина Дина? Если меня кто-нибудь бесит и у него крутая... Сообщают о стрельбе и горящих машинах в Норд-Парке. Разбей стекло, и мы ее возьмем. Это рядом с баром Морелло. Только не возьмите его, ребят. Старые способы самые верные. Прямо в ворота! Надо свалить отсюда, пока громилы не прибежали. И дай ему дать! Гони, гони! Складом уже окружают. А, черт! Том, легавые! Ну и что нам делать? Гнать как можно быстрее, пока не оторвемся. Хороший план. Они разозлились. Не будем злить их еще больше. Я сказал, держись подальше, ты не понял? Оторвались. Держись от них подальше, и они отстанут.
Сменить погоню поиском Пронесло. Поехали, доложим боссу. Я думал, легавую Сальери на содержании. Только некоторые постовые. А у Морелла сам шеф полиции в кармане. Ну и как тебе? Круто было? Что круто? Уделать этого парня. Угнать у Дина тачку. Круто же. А, пожалуй, да. Первый раз самый лучший, Том. С ним ничто не сравнится. Ну, подходит тебе это? Такая жизнь. А тебе-то что? Ну, я просто интересуюсь. Люблю вопросы задавать. Сомневаюсь, что вы с Сэмом каждый день курочите машины на парковках. Ну, иногда мы заняты, иногда не очень. Меня вот не принимали так, как тебя. Ты не дрючил дружков Дина и не забирал его машину? Не, я воровал тачки, и меня наконец заметили. А когда меня прижимали копы, я никого не сдавал. Однажды мы с Винченцо разболтались возле бара, и я стал с ними работать. 10 лет уже прошло, а я все еще здесь. Я только приоделся получше, а Винни уже старый хрыч. Я думал, что в семью берут только благодаря каким-то связям. Брат там, или дядя, или... Ну, бывает, что кто-нибудь приводит своего родственника. Вот, например, Карло. Папаша его был с тоном «не разлей вода». Поначалу к такому человеку больше доверия. Но многие из нас попали в семью прямо с улицы. Давай пропустим по стаканчику после того, как навестим босса. Ну, у меня на вечер планов нет. Ясное дело. Вот наши планы. Влить Винни столько бухла, чтобы Луиджи снова пришлось его выставить за дверь. А что с тачкой, на которой вы уехали? Бросили ее. Почему? Потому что корыто сраное. Это же лучше. Может и лучше, но окно разбито. Зато свежий воздух. Красота. Ты все еще с ним? Да, типа того. Эй, босс. Все готово. Разобрались? Более чем, мистер Сальери. Я понял. Садитесь. Видели Морелла? Не. Но он лопнет от злости, когда узнает, что случилось. Теперь он долго не сможет думать головой. Видишь, этим мы с Мореллой и отличаемся. Я бизнесмен. Я использую мозг. Каждое мое решение полезно моему бизнесу и парням. А Морелла вспыльчив. От злости у него сносит крышу. Когда он взбешен, он тупеет. По поводу Томми можете не беспокоиться. Этот парень был хорош, босс. Я очень рад. Мой бизнес растет. Нужен парень вроде тебя помогать в баре, ездить по делам, следить за оплатой счетов. Ты в деле? Это честь для меня, сэр. Хорошо. Хорошо. Поли и Сэм за тебя поручились. Но тебе надо запомнить наши правила, так что соберись. Первое. Мы никогда не материмся. У нас богатый язык, и если ты не можешь обойтись без мата, значит, ты ленив или глуп. Второе. Никаких дел с наркотой. Мне торчки совсем не кстати. Пускай Морелла травит своих людей, если хочет. И третье. Нам не нужны проблемы с копами. Кое-кто у нас на ставке. Но если зайдешь далеко, придут другие. Это ясно? Да, мистер Сальери. Тогда я спрошу у тебя еще кое-что, Томми. Поли и Сэм рядом со мной не потому, что они сильны. В городе есть парни покрепче их. И Фрэнк со мной не потому, что умен. Хотя в цифрах ему нет равных. Все эти люди здесь со мной благодаря одному качеству, которое я очень ценю. Это качество должны ценить мы все. Понимаешь, о чем я? Преданность. Именно. Будешь со мной честен, жизнь пойдет как по маслу. Но
Если предашь меня, Дон Сальери, я не доставлю вам проблем. хорошо. Ты принят в семью. Прекрасно. Так, я голоден. Луиджи, накрывай. Очень рад. Наш бармен Луиджи – повар так себе. Зато его дочь Сара – Мадонна. Первое время жизнь в баре Сальери текла неспешно. Я таскал ящики и доставлял послания. Парни бездельничали и болтали о жизни на родине. В общем, мы просто ждали. Я уж начал думать, что никакие опасности мне у Сальери не грозят. Откуда ж мне было знать? Ты Томми? Соберись силами, ну! Ага. Давай, покажи Босс ему! хочет тебя видеть. Спасибо. Вот и он. Простите, опоздал. Садись. День сбора дани, парни. Томми за рулем, Поли и Сэм на вас остальное. Все как обычно. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем, босс. Постарайтесь не распускать руки без необходимости. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть ангелами-хранителями, гарантировать защиту. Мы не костоломы вроде Морелла. Мы выше этого. Но услуга стоит денег. Мы справимся. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Винни передает, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к нему. Наверное, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20. А вот и ты. Я увидел это и сразу же подумал о тебе. Ты когда-нибудь носил пушку? Стрелял пару раз на ярмарке. Это не в счет. Направь ее на цель вон туда. Смотришься ты неплохо. Бабах! И мозги по стене. Так, теперь перезаряди. Вот здесь открываешь и готово. И еще запомни. Пушкой светить нельзя. Держи ее за поясом. Отлично. Когда начнется пальба, ты ищи укрытие и старайся не обосраться. Спасибо, Винченцо. Я ценю это. Это для босса и Фрэнка, Винченцо. А для тебя я просто Ви. Поосторожней там, ребята. Я видел Бифа, он говорит, Морелло все еще бесится. Ты знаешь, как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суешь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. И... Учись. Да ты просто волшебник, Ральфи. Давай, Томми, покажи, что ты умеешь. Ага, подцепил. Вот так и надо. Хорошего дня, парни. Первым у нас Эл. У него пекарня на Лонгмен-стрит. Знаешь, где это? Ага, знаю. Эл снова задержал? Похоже, да. Очень жаль.
После каждой аварии где-то плачет малыш Ральфи. А ведь я ему сказал, Ральфи, Том отлично водит. Больше тебе не придется чинить тачки ночами. Похоже, я наврал парню. Ага, мы на месте. Смотри, как мы работаем, Том. Иногда все идет как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится импровизировать. Понял. Просто делай, что я говорю. Сэм, Полли, как дела? Классно. Как крошка Джулия? Ха, она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была ее бабуля. Это здорово, Эл. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достает? Нет, нет. Ничего такого. Хорошо. Так ты собрал деньги? Они там, в подсобке. Я сейчас... Том их возьмет. А ты стой там, чтобы мы тебя видели. Трудный выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу, сколько нужно. Эл, я так и знал, что ты не подведешь. Но хорошо, что ты... беспокоился. Как же нам защищать тебя и крошку Джулию, если денег не будет? Том, ты бабки заберешь или как? Где деньги? Infami, fitosi, voi ci succhiate il sangue. На столе коричневый конверт. Via di qui. Lasciateci in pace. Нашел. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится. Что угодно. Конечно, Сэм. Конечно. И маме своей привет передавай, ладно? Так, дальше по плану магазин Старого Юджина. Китайская лавка на Таллоу. Он еще не помер? Того, гляди, и помрет. Вроде там рулит его племянник. Том, на самом деле старого владельца зовут Юджином. Он китаец, но его имя звучит похоже на Юджин, так что мы его так и прозвали. Когда-то Полли разбил ему башку о прилавок. Году в 27-м, да? Ага, весело было. И с тех пор никаких проблем. Так вот, если приглядеться, увидишь кровь на прилавке. Бедняга так и не смог ее оттереть. Мы держим этих узкоглазых на крючке, чтобы банды из Чайна-тауна понимали, это наш город, а не их. Но с племянником Юджина мы пока не знакомы. Может, придется познакомиться.
Приехали. Сейчас я сам, Сэм. Уверен? Да, уверен. Он хочет один разобраться? Когда Полли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть делает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Ресторан, где говорят по-английски. Да, теперь племяннику Юджина не до смеха. Если Полли завелся, его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор бедняга прикован к креслу каталки. Вот и он. Быстро управился. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Племянник Юджина заплатит на следующей неделе. Еще и сверху добавит. И как он? Нормально. А прилавок? Ну, чутка кровью испачкана опять. И как сильно? Ничего, вытрет не развалится, когда на ноги встанет. Пойдешь с нами на дело еще раз, Том? У нас много историй о племянниках-китаёзах, которые оттирают прилавки от собственной кровищи. Да, вроде это было нетрудно. Нетрудно? В смысле нетрудно? Не знаю. У вас как-то само все выходит, ну а я чем хуже? По-твоему, это любому по силам? Мы с Полей годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты и думаешь, что сразу во всем... После каждой аварии где-то плачет малыш Ральфи. Мы с Полей годами работаем на этих улицах. И тут приходишь ты и думаешь, что сразу во все врубился? Я не говорил это, Сэм, я... Ты первый день на работе. Ты даже не представляешь, что мы здесь делаем и как мы это делаем. Сэм, по-моему, ты... Нет, Полли. Этот шкет думает, что он теперь крутой. А я таких, как он, в землю зарывал. Думаю, тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, Сэм! Точно проняло! Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Не проняло меня. Когда малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Боже, ненавижу ездить за город. Ты вообще все ненавидишь. Но за городом мне хуже всего. Почему заведение у нас в списке так далеко от города? За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем занимаемся. Мы должны забрать целый мешок наличных. Этот парень нам задолжал, понимаешь? А то босс будет в ярости. Да, это место приносит кучу бабла. Чем меньше внимания привлекает заведение, тем больше денег мы с него обычно загребаем. Недавно у мотеля началась новая жизнь. Там на пути в Lost Heaven останавливается кубинский ром. Его привозят прямо сюда? Ага. А потом мы продаем его втридорога. Обмен проходит в мотеле Билла. Он под защитой у Сальери. Но босс и другим семьям разрешает им пользоваться. Даже Морелло? Да, для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Кто-нибудь уже начал тосковать по улицам и тротуарам, как я? Похоже, ты не очень-то любишь природу, Полли. Но он ничего не любит. Не гулять, не взаперти сидеть, ни в городе, ни за городом. Терпеть не могу быть на природе. Скажем, принимать поставку бухла посреди какого-то поля. Всегда говна по колено, холод собачий и темно хоть глаз выколи. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать все то, что Полли ненавидит. Что ж, рад помочь. Ну что, мы на месте. Наконец-то. Подожди здесь, Том. Мы скоро вернемся. Ладно.
Томми, я ранен. Господи, Поле! Скажи Сальери, теперь это место наше. Копишь? Только суньтесь. Закончите еще хуже, чем ваши дружки. Забери Сэма. Они выбивают из него информацию. Нужно отвезти тебя к врачу. Это подождет. Сперва вытащи Сэма. Ладно. Ладно, держись. Обходи их сбоку! Мы сделаем тебе больно. Держи подарок. Зацепила. Сэм! Ох, и досталось тебе, дружище. Боже! Держись. Все будет хорошо. Ты же здоровяк. О, черт! Он взял деньги, Том! Я догоню урода! Где Сэм? Внутри. Он жив. Тогда забирай бабки!
понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Ха. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. Так вот, значит, как обычный водила вмиг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Тогда я так не думал. Я припарковался на той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Полли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ха. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как к куче дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери. И ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж, он и правда заставил весь город ходить на цыпочках. Вы слыхали про Джоуи Сухаря? Его имя было в деле Морелло. Боксер, да? Да, тот самый. Говорят, тем утром Джоуи ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Да чтоб тебя! Урод! Спишь за рулем ты, что ли? Ты смотри, а! Иисус Мария! Господи! Дон Морелло, я не знал, что это вы. Кто-то еще мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. То есть это я виноват? Нет, нет, сэр, просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоуи Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец, или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок, когда взбешен. У тебя были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. Томми, спасибо, что пришел так быстро. Не за что, босс. Я слушаю. Скоро гонки, ты в курсе? Да, конечно. Полли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал, заведу хобби, я люблю тачки. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было.
Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник, парень из Европы. И тачка у него пошустрее нашей. Что мы можем потерять? Кучу денег. Но дело не только в них. Много уважаемых людей обращается ко мне за советом. Все они поставили на майки. Будет новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелло. Типа он стоит за европейцем? Я в этом уверен. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелло хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все завоют, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует и верни назад. Без проблем, босс. Сара, принеси мне выпить. Сможешь поскорее? Конечно. Отец отпустит тебя посмотреть гонку? Шутите? Такое чувство, будто бар целиком переедет на трибуны. Так. Хе-хе. Бонасере, Том. Так, тут 5. Эй, Томми, сегодня важный день, да? Ты уже видел гонки? Такое не пропустишь. Сальери не даст Морелло лишить его победы, так? Нет, сэр, это будет ему уроком. Итак, сегодня ночью мы заберем тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернется, пока ты ее увозишь. Молодец, твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он ее типа подкрутит. И завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись. Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик – мудак. О, привет. Если тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет, пригоняй ее в гараж. Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Я тебя остановлю и оштрафую, так и знай. Хочешь переночевать в кутузке?
Так, мы на месте. Вот она. Каразелла серии С 29-го года. Лучшая в классе. Жаль ее раскручивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Если догонят ее. Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к 1:30, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. Хватайте его. Высматривать гоночную машину на улицах? Я все правильно понял? Офицеры сообщают, что подозреваемый в маленькой Италии. Полицейские в маленькой Италии потеряли подозреваемого. Если увидите его, дайте знать. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем в другой раз.
парке. Всем машинам отменить погоню поиском конец. Возвращайтесь к патрулированию. Томми Анджело. Лука Бертоне. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Ну, привет. Все, готово. Спасибо, Лука. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ней. Это малышка с норовом. Эй, передай мистеру Сальери, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. О цене договоримся. Лишь бы паренек Сальери победил. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Вернулся. Слава богу. Готово дело. Она едва ездит. Отлично, а теперь пошли отсюда. Завтра важный день.
Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. 2 сраных шкафа по 2 метра ростом. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно. И даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты псих. Том, можно тебя? Да, Фрэнк. У нас серьезная проблема. Что-то с боссом случилось? Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко его отделали. Сломали руку, челюсть. Бедняга в больнице. Боже. Да, не повезло Майки. В общем, ты займешь его место. Что? Фрэнк, ты что? Том, Я же... гонка начнется уже через полчаса. Это не обсуждается. Дону важно победить, но еще важнее, чтобы Морелло проиграл. А ты наш лучший водитель. Иначе я бы обратился к кому-то еще. Да. Хорошо, Фрэнк. Славно. Ральфи уже подготовил машину. Поезжай туда поскорее. Поприветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Звезда международных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимец болельщиков Лост Хевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Машина на позиции. На старт. Внимание! У Лихтенберга проблемы. Что-то случилось с машиной. Лихтенберг выбывает. Фаворит выбывает. Кто останется на трассе Лост-Хевена после легендарного первого поворота? Машины сбились в кучу. Я уже вижу столкновение. Никто не готов выступать. Многим после гонки потребуется обновить не только краску. Черт! Вот сукин сын! Надеюсь, сегодня никто не пострадает. Засранец! Вот дерьмо! Гриффин и Уилсон здорово отстали. Их нагоняют Беннефер и Анджело. Вот сукин сын! Но преследователи его нагоняют. Это что? Томми Анджело вырывается вперед. Наш новичок Томми Анджело по-прежнему впереди. Тейлор, Андерсон, Анджело. Они продолжают борьбу, и у каждого есть все шансы. Лидеры гонки идут на второй круг. Андерсон и Гарсия на втором и третьем местах. Они ждут от Анджело ошибки. На первое место идет серьезная борьба. Кому нужен Майки Дан? Новичок справляется не хуже. Томми Анджело впереди, но вот надолго ли?
остается 3 претендентов на победу. Лидеры гонки заходят на последний круг. Еще немного, и гонка завершится. Поэтому ты один из числа победителей, или сегодня звездный час у кого-то еще. Лидер отчаянно борется за победу. Гонка еще не закончена. Анжела лидирует. Сможет ли он остаться впереди? Сумеет ли кто-нибудь обогнать лидера Томми Анджело? Вот это гонка, друзья! Уровень вождения невероятный! Вам сегодня везет. Эй, Томми! Вот наш чемпион. Эй, Том, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. Я сделал то, чего хотел Дон, Лука. Ну, я все равно тебя отблагодарю. Загляни как-нибудь в мой гараж. Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. Конечно. Спасибо. Я знал, ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. А что с европейцем? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Подружка-то есть? Или все уйдет на Вот это выпивку была и шлюх? гонка, да? Вот так. Нет, но я куплю что-нибудь для мамы. Молодец. Выпей чего-нибудь. Поздравляю тебя, герой. А, мне просто повезло. Ну, я ставила на другого, так что выпивку с тебя. Вот. Теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. Ага, ладно. Доведу его до дома. У тебя так легко это вышло. Томми, 20 лет назад здесь были первые гонки.